Городской округ Сунжа является административным центром всего Сунжинского района. За последние несколько лет облик этого населенного пункта сильно изменился. На смену старым аварийным зданиям приходят новые современные постройки. Меняется многоквартирный жилой фонд. Появляются новые объекты социальной культуры. За последние 5 лет у нас где-то переселили более 150 квартир, многоквартирные дома построены у нас. Потом у нас построено, это по ветхому программе жилья многоквартирных домов. Потом у нас построены садики на более 700 детей. Потом у нас построена поликлиника большая. У нас построен еще большой лицей по линии Роснефти. 2 школы построены. У нас проблемы были с 3 сменками. На сегодняшний день эта проблема, в принципе, можно сказать, решена у нас. Последняя, у нас еще 1 школа, мы уже отправили соответствующие документы на имя главы республики. Эта проблема тоже у нас будет уже ликвидирована. У нас вовсю строится логистический центр, это инвестиционный проект, более 2 миллиардов рублей там сметная стоимость. Были капитально отремонтированы, можно сказать, заново сделаны более 3 километров дороги центральной. Вовсю на сегодняшний день ведутся работы по замене ветхого водопровода. Более 8 километров уже в этом квартале, первом квартале 2017 года уже заменили. В 2016 году также было заменено более 5 километров. На фоне всех этих перемен населенный пункт в ходе всеобщего референдума меняет и свой статус. Из сельского поселения становится городским с новым названием Сунжа. Это событие дополнительно позволяет искать новые возможности для развития инфраструктуры, что делает жизнь его жителей намного комфортнее. В диалоге с главой администрации мы нашли подтверждение этой мысли. Одной из главных целей на месте главы он видит в привлечении дополнительных инвестиций в строительную отрасль. У нас более 5 больших многоквартирных домов построены. Сегодня вовсю ведутся работы, это в области у нас, где лицея по Менделеева, больших 3 дома, 2-подъездные, 4-этажные. Буквально в 10 метрах от нас сейчас тоже 8-этажный дом построен. В общем сложности где-то более 200, что ли, квартир по инвестиционной линии у нас строятся. В плане привлечения инвестиций ведутся конкретные переговоры по строительству еще одного физкультурно-оздоровительного комплекса. По поручению главы уже выделен земельный участок на месте сноса аварийного дома. Но все эти планы на будущие годы. А в данное время в городском поселении, как, впрочем, и во всем Сунжинском районе, ведется строительство большого количества объектов госзаказа. Одним из них является и данный многоквартирный дом, который строится для жителей аварийного сектора. Мы образовали комиссию межведомственную, обследовали дома, их всего 9 домов, составили акты обследования, заключения и направили эти документы в Минстрой. Эти дома прошли. Сейчас вот по линии программы уже переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 16-17 годы вот в районе Пруда, в городе Сунжа сейчас строится 2 дома, общие, там по программе переселения там 50 квартир предусмотрено, а остальные квартиры уже подрядчик строит там уже для себя, для реализации уже среди долевое строительство заключает уже лицами. А так 50 квартир, они уже прошли, и срок сдачи домов это 1 июня текущего года. Данный многоквартирный дом 4-подъездной железобетонной конструкции состоит из 2 блоков. По проектно-сметной документации в нем предусмотрено строительство 2- и 3-комнатных квартир улучшенной планировки от 60 до 80 квадратных метров жилой площади. В данное время строителями возводится каркас здания и одновременно ведутся работы по кирпичной кладке стен и перегородок.
У нас вообще программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда, из многоквартирных домов осуществлялась на территории Сужского района 2 раза, то есть 2 периода. Это 2010 год у нас, мы переселили жителей 3 домов в общей сложности, там 24 квартиры, 24 семей. И то есть эти дома мы строили здесь на месте, тогда еще в станице Орджоникидзевская. А после мы участвовали в программе с период, сроки были 2013 по 2015 год. В этот период у нас в этой программе мы включили туда, выехали, обследовали, межведомственную комиссию образовали, обследовали дома, 12 домов. 10 домов это станица Орджоникидзевская и 2 дома это станица Троицкая. Они тогда так назывались, сейчас уже сельское поселение, уже город Сунжа. Вот, в общей сложности, 12 домов, это вот по программе 13-15 года, программа называется «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». 617 человек мы переселили, 132 квартиры, из них 96 это город Сунжа и 36 квартир это сельское поселение Троицкое. Более 40 квартир будут предоставлены жителям 4 аварийных домов по улице Энгельса. Старые хрущевки 70-х годов постройки были признаны аварийными и непригодными для проживания комиссией, которая в прошлом году осматривала данные домовладения. Жители ветхого жилья не 1 год мечтали о новых квартирах. Систематический ремонт и частичная замена стеклопакетов и отопления все равно не могли решить основной вопрос, связанный с износом конструкции всего дома. Как следствие этого постоянные трещины, замыкание электропроводки и много других неудобств. Эти дома построили в 80-м году, но когда даже строили, здесь были неполадки. А сейчас уже какой год, меняйте, примерно у нас нету вот таких возможностей полностью ремонте. Тут везде свет горит, замыкает, вода, трубы текут. Вот эти трубы я 1 раз менял. А сейчас вот опять вот котлы текут, не работает. Вот, например, на следующей зимой холод пищу уже бастает котел. Возможностей таких нету. Я сама больная, 40 лет дялчхана, инвалидности адло. У меня единственный 1 сын, и здесь живут и сестра моя, и я, и семья моего сына. Возможно, я цухчевах. Скажите, а вот трещины вы говорите постоянно? Буквально вчера днем замазали. Вот это вот она, девочка, замазала полностью. А как часто трескается? Трескается. Садится, что ли, этот дом, я не знаю. Просто стараешься чистоту держать. А уже когда сказали поменяют, я глобальные ремонты перестала делать. Денег нету, Ну вы же знаете, что сейчас в рамках программы переселения для вас строится новый дом. Вот скажите, какие надежды вы связываете? Большие надежды. Хоть немножко поживем в новой квартире, в удобстве. У нас в подвале текут трубы. Подвал нету, подвал, очаг еще лежат. Свет. Тут сделаешь, там горит, там сделаешь, в другом месте горит. А то что на соплях есть свет. Полностью сдержал чудок ахшдот. Полностью заменить накладно. Решение всех проблем Фирдоус Долова видит в строительстве нового дома и связывает большие надежды с переездом в современные и комфортные условия.
Данный дом четвертый по счету. В конце 2014 года здесь уже было введено в эксплуатацию 3 многоквартирных дома, построенных взамен 10 аварийных, в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья. Вблизи расположен детский сад, построенный за счет средств российской нефтяной компании «Роснефть» в рамках двухстороннего соглашения о сотрудничестве с Ингушетией. Открыт многофункциональный центр и имеются универсальные торговые точки. Около 100 семей, долгие годы выживавшие в ветхих, неблагоустроенных квартирах, переехали в новое комфортное жилье. Раньше мы проживали по улице Гагарина. У нас была однокомнатная квартира. Условия я даже не могу вам выразить, какие там плохие были. Там воды не было, отопления не было. В некоторых квартирах, конечно, отопление было, а у меня лично не было этого отопления. Изверстка вся сыпалась, кругом сырость была, холодно, тяжело. Сколько мы это ждали все время, будут переселять. Наконец-то, конечно, нас сюда переселили. Этой квартирой, конечно, я очень довольна. Если бы не сюда бы, если я там год, еще 2, наверное, прожила бы, я не знаю, я, наверное, все болезни там заработал бы, и так заработал. Здесь условия хорошие. Вода, свет, чисто, уютно. В первое время, как в начале любого пути, было сложно, вспоминает Маутхан. Трудности с обустройством, мелкие недоработки строителей, новая необжитая местность приносили много хлопот. Но со временем двор ожил, здесь почувствовалась жизнь, и все это, несомненно, радует его жильцов. Конечно, в любом новом доме по мелочам недостатки бывают. Это я не думаю, не замечаю даже об этом. А так кругом хорошо. Дома чистые, кругом сейчас недавно здесь открыли магазины, внизу у нас 3 магазина, рядом школа, детский садик, скорая. Для развития инфраструктуры района новостроек также было решено начать строительство общеобразовательной школы. Строительство современного здания инновационного учебного заведения было начато весной 2014 года в рамках соглашения о сотрудничестве между российской нефтяной компанией «Роснефть» и нашей республикой. За год с небольшим на этом пустыре выросло 3-этажное 5-блочное здание, в котором созданы все необходимые условия для организации полноценного учебного процесса, досуга детей, занятий спортом и физкультурой. В общеобразовательном учреждении имеется музыкальный зал, комфортные учебные и компьютерные классы, лаборатории, мастерские, более 20 кабинетов, в том числе стоматологические и медицинские. Еще один объект образования, введенный в Сунже, это детский сад «Волшебная страна». Дошкольное учреждение построено в 2014 году на 220 посадочных мест. Но благодаря помощи и содействию инвесторов это число увеличено почти вдвое. Это садик нового типа, как вы видите, 3-этажное красивое здание. Все условия для детей здесь созданы. Помимо того, что государство само постаралось, по ходу, конечно, то, что нужно было для деятельности, для непосредственно образовательной деятельности, все здесь уже успешно заполнено. Укомплектованы группы, это уже в начале, я уже говорила, 12 групп функционирует. Несколько раз мы и посадочных мест нам расширили. Само здание рассчитано на 220 посадочных мест. Потом по поручению главы, за то, что у нас такое электронная очередь очень большая, очень много детей стоят, нуждаются в дошкольном образовательном учреждении, нам увеличили до 400. И сегодня, благодаря нашему правительству, все условия, дополнительные условия уже созданы. У нас была и спонсорская помощь со стороны учредителя, со стороны подрядчика, и нам помог еще в начале депутат Государственной Думы Хамчеев. Что можно сказать о нашей деятельности? Сегодня успешно сад уже функционирует. Вы видите, сколько мы здесь
своими руками создали. Непосредственно работа образовательная, она уже идет успешно. Созданы у нас творческие группы. В эти творческие группы ходят не только наши воспитатели и наши дети, наши работники, но и, конечно, родители наши. У нас очень много талантливых родителей. И вот если вы сейчас прошлись по коридору, наверное, увидели, на всех этажах у нас стоят шкафчики. На этих шкафах вот непосредственно та работа показана, которая сделана совместно воспитателями, родителями и детьми. В саду созданы все условия для полноценного развития ребенка. Планировка светлого трехэтажного здания позволила создать для каждой группы свой отдельный уголок труда и отдыха, так называемое замкнутое пространство, где ребенок, не выходя из помещения, может реализовать себя. Конечно, многое сегодня нужно, но на сегодняшний день наш садик укомплектован всеми оборудованиями и детскими площадками. У нас 12 групп, 12 игровых площадок, спортивные площадки, что на улице, во дворе, что внутри вы видели спортзал. Функционирует у нас музыкальный прекрасный отдельный зал есть, спортзал, экозал, кабинет психолога, педагога, ну и наши кабинеты административного персонала. И вот в каждой группе у нас по 3 секции – групповая, игровая и спальня. Кроме этого, в детском садике имеются актовые и спортивные залы, изо-студия и музыкальный кабинет, преподаватели танцев и узкие специалисты. С детьми работают профессиональные педагоги в количестве 24 человек. Кроме этого, в дошкольном образовательном учреждении имеется психолог, логопед, педагог по информатике и физической культуре. Все они в совокупности заняты всесторонним полноценным развитием ребенка. Строительство подобного рода объектов в Сунже решает сразу несколько задач. Среди них ликвидация живой очереди в дошкольные образовательные учреждения, создание дополнительных рабочих мест, повышение уровня дошкольного образования путем создания необходимых условий и внедрения современных технологий. Может гордиться городское поселение и объектами здравоохранения. Несколько лет назад была введена в эксплуатацию станция скорой помощи на 30 тысяч вызовов в год. Тем самым была закрыта проблема с оказанием экстренной медицинской помощи. Здание построено за счет ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия» на 2010-2016 годы и республиканских средств. Возведение объекта было начато в 2012 году, а всего на строительство направлено порядка 100 миллионов рублей. Но это не единственный объект здравоохранения, построенный здесь в последние годы. Настоящим праздником для жителей стало открытие поликлиники при Сунжинской центральной районной больнице. Современное двухэтажное здание, оборудованное новейшими медицинскими приборами, позволило оказывать медицинскую помощь на совершенно новом уровне. Ранее старая поликлиника – это было приспособленное здание, где мы все умещались с трудом, и учитывая, что наш район очень большой, и потребность была, конечно же, очень высокая. С открытием данной поликлиники, а открытие официально у нас было в ноябре 2011 года, расширились наши возможности. Сейчас поликлиника в состоянии оказать первичную медико-социальную помощь, включая детскую и женскую консультации, лабораторную диагностику широкого спектра, провести бронхоскопию, гастроскопию, эхо сердца и многое другое. Изменилось многое за это время. Изменилось само качество оказываемой медико-социальной помощи, изменились специальности и ряд услуг, которые мы можем оказать нашему населению. К примеру, если взять, мы даже не думали в то время, наверное, что у нас будет возможность сделать у нас МРТ-обследование, да, магнитно-резонансный томограф появился. Появилась хорошая клинико-лабораторная диагностика, ИФА-кабинет, и ПЦР-кабинет. Расширились эндоскопические возможности, расширились. Это у нас появилась гастроколоноскопия, бронхоскопия, причем на очень хороших аппаратах мы это можем все сделать. Появился такой аппарат, как маммограф. Поэтому, конечно, значительно расширилось. Появились много узких специалистов, которые у нас не было раньше в старой поликлинике, включая пульмонолога, аллерголога, гастроэнтеролога, психолога, психиатра, ряд тех, которых не было в узкой
в той старой поликлинике. Наша новая поликлиника, она рассчитана на 200 посещений в смену, и включает в себя и женскую консультацию, и детскую консультацию. Но на сегодняшний день мы можем сказать, что обслуживаемое население в среднем где-то 250-260 человек в смену. Поликлиника рассчитана на 200 посещений в смену, но в реальности в день она обслуживает более 260 человек. Многие пациенты с появлением новых узких специалистов, таких как пульмонолог, гематолог, аллерголог, нашли здесь решение своих проблем, с которыми боролись не один год. Благодарность государству за новый социальный объект выражают не только жители района, но и медицинский персонал, который не один год ютился в приспособленном помещении. Основной проблемой жителей села, особенно в летнее время года, является вопрос водоснабжения. Связано это в первую очередь с изношенностью водопроводных сетей. Из 164 тысяч километров 124 являются ветхими. Вода поступает в домовладения горожан не только с частыми перебоями из-за прорыва труб, но и содержит в себе много примесей. يا أخي حد الله أخي حلمي اللي شو بعيها خنت أخي إيدات ودائما نقولش حيها إيدش هنس حدول لنا الأغنى هو ضغطون هنزورت وحل خنتخوك أخنس خيسة عمد الله ديسر استرباش خيسة شانا ياتشنا دا بركة خلتان إسلام موسى يعزم سجا صار خلتر بركة خلتان وزندية أي خش ليل خش ترباش ليل خش خش داقولش اس положение خني هنس أخ حديان شلتها مسنا هالليل خجيرش خي حتوج اس положение خنا خي دام قولي خي سات شلتها كوا خل كرت خل اشت خل ازدو но هنس اشت أيها كترباش جا إزرادش تدخل جا صغ надежда يدخل. Данный вопрос Сунжи решают как за счет реализации государственных программ, так и путем привлечения крупных госкорпораций. Весной текущего года за счет средств российской нефтяной компании «Роснефть» в рамках двухстороннего соглашения о сотрудничестве с Ингушетией была начата работа по замене старого водопровода на 10 улицах городского округа. У нас в городе находится 193 километра водопроводных сетей. Из них 124 километра находятся в ветхом состоянии. Это составляет где-то 64% от всего. По линии Роснефти нам с начала года начали менять трубы. Это где-то 7,4 километра. В основном сейчас эти работы закончились. Как вы видите, последняя труба прокладывалась по улице Павлова. И после этой улицы у нас остаются еще две улицы. Это Комсомольская и Роза Люксембург. Проложены по улице Бояджиева, Колхозная, Менделеева, Луначарского, Чеченская, Степная, Максима Горького. Где-то более 6 километров трубы положили уже. Замена 8 километров ветхих сетей – это только начало. Впереди, в планах администрации городского округа Сунжи, еще большой объем работ. Вот нам, чтобы урегулировать всю эту ситуацию в данный момент в городе, нужно еще, чтобы у нас было все нормально, 8 насосов, еще пробурить 5 скважин, сделать один накопитель на 2000 кубов и установить 2 единицы насоса ЦНС, они называются. Так как мы воду покупаем у ГУПа, у нас здесь в городе установлено 8 насосов, которые добывают. Нам этого не хватает. Мы сами добываем 80 тысяч кубов, а у них мы закупаем, сейчас я вам скажу, 107 тысяч кубов воды. Вот если мы это все в дальнейшем сделаем, у нас будет своя вода, и все будет нормально у нас. Несмотря на то, что Сунжа сменила свой статус сельского поселения на городской округ, развитию крестьянско-фермерских хозяйств здесь по-прежнему уделяют большое внимание. Всего в ведении округа находится около 25 тысяч гектар земельных угодий сельскохозяйственного назначения. Все они находятся за чертой округа и активно развиваются. Руководителям крестьянских фермерских хозяйств, которые обращаются в администрацию за помощью, вне зависимости, какую бы помощь они не просили, будь это связано с грантами, либо с документацией, администрация нашего округа оказывает всю необходимую помощь.
направляем ходатайство в правительство, в Министерство сельского хозяйства с просьбой выделить конкретным лицам гранты. Ну, естественно, мы делаем обход, проверяем наличие у них хозяйства. Еще ранее весной, после сошествия снега, все плодородные угодья были вспаханы и засеяны яровыми культурами. Сейчас фермеры следят за всходом злаков и радуются благоприятным погодным условиям. Перемены, происходящие в Сунже, очевидны и заметны невооруженным взглядом. Преображается центр города, решаются проблемы в образовании, которые скапливались десятилетиями. Сфера медицинского обслуживания получила все необходимые условия для оказания жителям качественной медицинской помощи. Постепенно решаются проблемы жителей аварийных домов. Одним словом, Сунжа вчера и сегодня – это совершенно разные понятия по уровню проживания, обслуживания и развития.